Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня 18 апреля, понедельник. В Якутске 19:07. И, как всегда, по понедельникам в прямом эфире программа «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Как всегда, по понедельникам мы рады принять ваши звонки. Телефон вы видите на своих экранах 35 33 10. Мы рады, как всегда, интерактивному общению с вами. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия, министра сельского хозяйства и продовольственной безопасности Республики Саха-Якутия Петр Алексеев. Петр Николаевич, здравствуйте, спасибо, что пришли. Петр Николаевич, очень хорошую фразу недавно вычитал, готовясь к программе, Жан-Жаку Руссо она принадлежит. Торговля создает богатство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу. Но я бы добавил еще, вспомнил бы здесь термин такой продовольственная безопасность. Вы бы согласились с таким определением? Совершенно верное определение. Если мы сами себя обеспечиваем продовольствием, продовольственными товарами, это своего рода продовольственная безопасность каждого государства. Ну вот давайте теперь по поводу сельского хозяйства поплотнее. Актуальные на данный момент вопросы какие? Весенне-полевые работы, отел животных сельскохозяйственных, окончание зимовки, заготовка молока, да и многие другие. Ну вот коротко, понятно, что все невозможно охватить, но все-таки коротко, как идет работа в этих направлениях? Ну, начну с зимовки, скота и лошадей. Мы считаем, что в этом году зимовка благополучно завершается. Падеж крупного рогатого скота, который ежегодно у нас проходит в течение зимовки, в этом году в количественном плане, значит, по отношению к предыдущими годами поменьше. Это несмотря на такие резонансные события, как Батамай в Усалданском улусе, да, вы знаете, там Сайды в Усьянском улусе. Если в прошлом году пало где-то порядка 1500 голов крупного рогатого скота, в этом году где-то порядка 980 голов. Значит, в течение зимовки мы наблюдаем, что они, ну, был падеж. По отелу, значит, крупного рогатого коров, значит, по отелу лошадей и так далее мы идем превышением показателей предыдущего года. Значит, что касается обеспечения до конца зимовки сеном, сенажом, там, кормами и так далее, значит, питание, значит, доставка, обеспечение кормами и так далее сбалансировано у нас. Мы в этом году занимались завозом только до 4 муниципальных районов Арктики, завозом сена, сенажа и так далее, ну, которые пострадали по итогу в течение сенокосной кампании прошлого года. Что касается, значит, в целом итогов первого квартала 2015 года, мы наблюдаем увеличение объема валового производства молока по отношению к предыдущему году. 16 по отношению к 15. 15-му. Да. Это первый квартал 16-го, да. Первый квартал 15-го. Да. Значит, заготовка молока тоже заготовительными организацией идет, значит, с увеличением по отношению к первому кварталу прошлого года. Значит, в этом плане тенденция положительная. Что касается, значит, травежа оленей, ну, ежегодно, значит, это у нас наблюдается, но по оперативным данным Государственного комитета по делам Арктики в этом году травеж оленей волками, значит, чуть-чуть поменьше по отношению тоже предыдущими годами. Ну, в целом, так. Что, значит, по весенне-полевым работам... Да, насколько готова республика к весенним? Остановлюсь чуть-чуть поподробнее. Значит, плановые задания мы правительством утвердили в феврале текущего года. Площадь посевных в этом году плановое значение составляет 49 тысяч га. Значит, в прошлом году общая посевная площадь у нас составила 46 тысяч га, то есть в этом году мы запланировали с увеличением где-то на порядка 3 тысячи га. Что касается обеспеченности семенами, значит, на сегодняшний день мы говорим о том, что с учетом резервирования
семенами, самими хозяйствами и с учетом завоза семян сейчас обеспечено семенами наших зерновых, значит, ну, и крупных сельскохозяйственных организаций составляет порядка 50%. Значит, основная наша задача сейчас обеспечить 100% объеме потребность семенами левобережья, значит, нашей Якутии с учетом закрытия переправы через реку Лена. То есть мы говорим о том, что не в первую очередь в приоритетном порядке обеспечиваем семенами, значит, центральную группу улусов, значит, Вилюйскую группу улусов, а потом уже... Петр Николаевич, да. Мы должны сейчас уйти на рекламу, которая пройдет быстро, после чего вернемся в эфир и продолжим разговор. 2 минуты. Мы вновь в эфире и продолжим, собственно, разговор с Петром Николаевичем Алексеевым как раз вот в части весенне-полевых работ. Все ли средства доведены до товаропроизводителей? В этом году с привлечением федерального бюджета, средств федерального бюджета, в целом запланировано доведение до сельхозтоваропроизводителей нашей республики денежных средств в размере 210 миллионов рублей. Из них 144 это наши республиканские средства и 66 миллионов это федеральные средства. На сегодняшний день доведено 82% от этой суммы. И хотелось бы отметить, что в 2014 году были внесены изменения в бюджетный кодекс Российской Федерации, и начиная с прошлого года мы доводим эти средства в виде финансового обеспечения. То есть это по-простому авансирование предстоящих работ по весенне-полевым работам. До сельхозтоваропроизводителей эти средства, деньги и так далее доводятся. Понятно. Вот такая информация, кстати говоря, может быть, и вам будет интересно, и зрителям нашим. Я, опять же, вот готовясь к программе, увидел такую действительно интересную новость. Самое резкое потепление в истории наблюдалось 22 января 1943 года в Спирфише, штат Южная Дакота, США, когда в течение 2 минут температура поднялась на 27 градусов, от минус 20 в 7:30 утра до плюс 7 в 7:32. Нас, говорят, ожидает жаркое лето. Как мы готовимся к страхованию урожая и что вы слышали, может быть, да, по поводу жары предстоящим летом? Скажу так, значит, более точную информацию Росгидромет дает не за 3 месяца, конечно, до начала там сельхозработы и так далее. Значит, по нашей информации, которая была доведена Рослесхозом, на территории Республики Саха-Якутия в этом году ожидается засушливое лето. По заречным группам улусам, значит, класс пожароопасности достигнет 4 класса. Это очень высокий класс пожароопасности. Поэтому мы все готовимся к засушливому лету, поэтому настраиваем и пожарные службы, лесные наши службы, и в том числе и сельхозтоваропроизводители, чтобы готовились, значит, к таким событиям. Вот страхование. По страхованию тоже, страхование, да? Значит, по страхованию хотел бы сказать, что несмотря на то, что мы 95% возмещаем от затрат по страхованию урожая текущего года, к сожалению, объемы страхования у нас в Республике Саха-Якутия небольшие. Сельхозтоваропроизводители в больших объемах не страхуют свой урожай. Еще раз повторюсь, 95% от расходов по страхованию урожая. И в этом плане Министерство сельского хозяйства проводит работу для того, чтобы мы, значит, с каждым годом увеличивали площадь застрахованные площади. В этом году у нас 16 миллионов рублей это федеральные деньги, плюс наши средства имеются, и мы планируем, значит, обеспечить страхование на посевной площади порядка 6,5 тысяч гектаров. Это 13% от общего объема посевной площади нашей республики. Вот такой важный вопрос, да, он тоже как-то коррелируется с предыдущим. Проведение сельхозпалов запрещено. Ваше отношение к этому? Мое отношение и позиция Министерства сельского хозяйства такая, что в ноябре действительно прошлого года, 2015 года, было принято решение
постановление Российской Федерации о запрете сухой растительности, в том числе в землях сельхозназначения. Ну, с учетом тех событий, которые произошли и в Хакасии, и Да, в Забайкальском да. крае и так далее, связаны с гибелью людей и так далее. Значит, наша позиция такая, что учитывая то, что прошлогодняя трава в других регионах за лето успевает перегнить, а за наше короткое и достаточно сухое лето не успевает перегнить, да. что способствует медленному, значит, росту вот побегов наших, медленному росту произрастания травы. Значит, трава получается низкого качества, и она, значит, подвержена, ну, заболеваниям и так далее, которые в том числе передаются из сельхозживотных. Поэтому позиция Министерства сельского хозяйства достаточно четкая, чтобы в районах крайнего севера и приравненных к ним местностей разрешили проведение сельхозпала под ответственность самих субъектов Российской Федерации. Это наша позиция. Мы эту позицию довели до правительства Российской Федерации. К сожалению, значит, пока, ну, как бы, этот вопрос не согласован на федеральном уровне, поэтому сейчас запрет действует. Ну, мы дальше будем проводить работу для того, чтобы хотя бы до осеннего периода, когда мы можем провести осенние сельхозпалы, этот вопрос был разрешен на уровне федерального центра. Центра, да, понятно. А вообще возникают какие-то проблемы при подготовке к пожароопасному сезону? Ну, Какие-то проблемные вопросы, я имею в виду, ну не проблемы там. ну, тушение лесных пожаров, значит, это федеральные полномочия. Да. На сегодняшний день, к сожалению, они в полном объеме не подкреплены финансовыми ресурсами со стороны федерального центра. Поэтому вот мы на уровне правительства только что, ну, недавно приняли решение, и на пленарном заседании Госсобрания в рамках уточнения бюджета будет рассмотрен вопрос по увеличению средств на тушение лесных пожаров. Для примера приведу ряд цифр. Да? Значит, 2014 год. Площадь, пройденная лесными пожарами, 1 миллион 200 тысяч га. Прошлый год 26 тысяч га. С учетом того, что мы 26, достаточно много денег предусмотрели, в том числе на авиамониторинг и тушение лесных пожаров. Петр Николаевич, давайте все-таки к другой теме, которая не менее интересная, на мой взгляд, и не менее важная, собственно. Остается 5 минут до конца нашей программы. На 27 апреля планируется запуск «Союза-2» ракеты с космодрома «Восточный». А 29 марта этого года был подписан договор между корпорацией «Роскосмос» и правительством Республики Саха-Якутия, и на документе стоит ваша подпись. Вот как называется, собственно, договор, говорящее название, немножко длинное, но тем не менее. О порядке и условиях эпизодического использования части территории Республики Саха-Якутия для функционирования районов падения отделяющихся частей космических объектов, в скобочках ракет. Какие условия выдвигали власти республики и какие нашли отражение в итоговом документе? Ну, были в адрес Роскосмоса предъявлены ряд принципиальных условий, требований со стороны правительства республики. Первое, о том, что должна быть проведена государственная экологическая экспертиза, значит, космического аппарата, это первое, которая была проведена Росприроднадзором Российской Федерации. Должна быть проведена этнологическая экспертиза, это касаемо территории проживания коренных малочисленных народов Севера. Этнологическая экспертиза Роскосмосом была также проведена. Значит, третье условие, чтобы во всех экологических обследованиях, мониторингах, во всех мероприятиях по отбору проб принимали участие, и эти мероприятия проводились под руководством правительства Республики Саха-Якутия. Значит, и они должны проводиться, эти мероприятия, в течение 2 месяцев после пуска космического аппарата с космодрома «Восточный». Это требование тоже и условие было включено, значит, вот подписанный договор. Значит, следующее, 4, чтобы все, значит, ну, скажем так, те, что упало, значит, в виде 2-й ступени от космического аппарата, чтобы они были собраны,
значит, эвакуировано и утилизировано. Значит, это требование тоже было, значит, включено в этот договор. Расписано, да, Да, и да. это требование попало под обязательства тоже Роскосмоса. Роскосмоса. Следующее, значит, чтобы в достаточно полном и расширенном формате проводились мероприятия, значит, по медицинскому, значит, мониторингу здоровья населения тех населенных пунктов, которые подпадают под районы падения. В том числе обязательным участием Роскосмоса. Это условие договора, это условие тоже попало под обязательства Роскосмоса, и эти работы также, значит, будут проведены. И шестое, во всех мероприятиях, значит, по экологическому мониторингу, по обследованию, по отбору и так далее принимали представители общественности и представители органов местного самоуправления. Это условие также предусмотрено подписанным договором об использовании районов падения. Значит, А давайте скажем, вы можете назвать вот те точки, на которые свалится вторая ступень, отделяемая 27 апреля? Это Кобяйский, Вилюйский? это, значит, два района падения. Это, значит, территория территория Алданского и Алекминского района. И вторая ступень это территория, значит, Вилюйского, это 2 населенных пункта. Второй Кюляцкий наслег и Гуляцкий наслег. Территория Верхняя Вилюйского и часть территории Жиганского улуса. Я знаю, что, в общем, ничего страшного-то нету, получается, да, то есть договор предусматривает максимальную защиту, да, людей, граждан республики от всяких неожиданностей. Да, мы постарались максимально минимизировать там все риски. Значит, на все наши предъявляемые требования и предложения Роскосмосом представлены документы. В случае невыполнения обязательств со стороны Роскосмоса правительство республики до 1 сентября, ежегодно до 1 сентября, имеет право внести предложение об ограничении районов падения на территории нашей республики. Вот на этом мы и закончим наш сегодняшний разговор, потому что время прощаться. Я напоминаю, что это была «Арена событий», и в гостях в студии был исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия, министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха-Якутия Петр Николаевич Алексеев. Всего вам доброго. До свидания.